А теперь серьезно. Мы специально поставили следующий сюжет в конец программы, чтобы точно быть уверенными, дети его не увидят, потому что это взрослый разговор. 7 лет продолжалось расследование в одной из кавказских республик по делу банды педофилов, которые насиловали мальчика. И самое поразительное в том, что взрослые мужчины в этой истории оказались хуже и слабее ребенка, которого они насиловали. Он вынес все: издевательство и предательство отца, и нежелание соседям ему верить. Мы не можем называть его настоящее имя, да, это и ни к чему, но что я знаю точно, если бы эта история стала известна раньше, миллионы россиян всех национальностей, где бы они ни жили, встали бы на защиту этого ребенка и его матери. Напомню, прошло 7 лет. Судебного решения по большинству фигурантов так еще и не было. А суд нужен, потому что он должен дать оценку случившемуся, пусть и запоздалую. Независимый суд без давления. И мы надеемся, что после выхода этого материала он все же состоится. Смотрите расследование Вячеслава Николаева. Об этом деле не написано ни строчки, но в Ингушетии о нем знают все. Мне кажется, это полный бред. Ведь события как будто сошли со страниц сценария про абсолютное зло. За такое, согласно вековым традициям кавказской кровной мести, принято убивать. Если ты говоришь правду, слава Аллаху, что нам не надо людей убивать. У горцев язык не поворачивается даже описать произошедшее. Маленького мальчика больше года насиловала банда педофилов. Беззащитного ребенка превратили в сексуального раба. Педофилия, чтобы там кого-то изнасиловать, это вообще у нас не было такого. Групповые оргии с соседским пацаном. От такого готов провалиться сквозь землю, кажется, весь кавказский хребет. Чтобы ребенок терпел, малышу кололи наркотики. Он сделал укол. Куда? Оборзевшие от разврата и вседозволенности нелюди устраивали ребенку внеклассные сексуальные занятия в подвале его родной школы. Здоровый рассудок отказывается поверить, что пока улыбающиеся мальчики в костюмах и девочки в скромных платьях возвращались с занятий под классом математики, корчился от зуботычин и дикой боли их одноклассник. Он снял с себя трусы. В какой позе ты находился? Снял. Он нагнутый. Обвиняемые сплошь родственники высокопоставленных чиновников и бизнесменов Республики Ингушетия. Они давили на свидетелей и следователей. Хотя эти все эпизоды это шокирующие выглядят, но тем не менее они правда. Правда, в которую не хотели верить даже те, кто ее раскопал. Говорят, в семье не без урода. Но такие моральные увечья на Кавказе многие отказываются признавать. В этом доме на окраине жили он, мама да тетя. Мальчишке повезло, в кавычках, с отцом. Папочка из соседней республики, что немыслимо по местным меркам оказался завзятым ловеласом. Бросил аж 7 жен, в том числе мать мальчика, когда она была на 3-м месяце беременности. Не забыв, впрочем, купить себе на ее приданое автобус. До того, как пришла беда, он сына почти не видел, а похождениями своими гордился. Через куда родился? Нормально с ним не было, я осталось. Жена от позора и мужа ходока уехала жить к сестре. Растила сына одна. Понятное дело, что ребенку в безотцовщине не хватало мужского воспитания. Тянуло к автомобилям и технике. Мы разыскали тот самый заброшенный двор с припаркованными автокранами, где на свою беду мальчик полюбил играть. Здесь на него положили глаз извращенцы, прекрасно понимая, кроме матери и тети, защитить его некому. Выбрали момент и однажды заломили малышу руки и впервые надругались над ребенком вот в этом гараже. Вот гараж, вот здесь вот внизу стоит, вот тут, но его не видно. В этом гараже первый раз. Создал преступную группу и даже продавал входные билеты на оргии хозяин тех самых заинтересовавших мальчика автокранов, местный бизнесмен Паланкоев. Но ни этот огромный 2-метровый детина в белой кепочке, ни другие подельники ни разу не признали свою вину. Я никакие действия не совершал. И меня вся республика Ингушетия знает, что это вот это фабрикованное дело. Организатор банды пока единственный, кто понес наказание. Доказано, что он измывался над мальчишкой 8 раз. Остальные извращенцы под следствием жалуются на свою судьбу. После всего этого морального унижения я 2 года от всего этого как-то отходил, как, не знаю,
Ну и физически, и морально мне даже кошмарило. Психика реально испортилась. Насильники упираются до последнего. Главная версия защиты. Мужчин из самых уважаемых в республике кланов оговорили две женщины. Они решили отомстить в их лице всем мужчинам за то, что личная жизнь пошла под откос. Они обижены на судьбу женщины. Ищите кавказскую женщину. За внешней бравадой и даже улыбкой обвиняемых кроется смертельный страх. Поэтому с самого начала расследования они сделали все, чтобы процесс буксовал. Свидетелей запугивали, а несчастных женщин и искалеченного ребенка по программе защиты свидетелей вывезли отсюда и спрятали в другом регионе. Здесь произошел один из самых чудовищных эпизодов этой трагической эпопеи. Но небольшой ингушский город словно сговорился о подозреваемых или хорошо, или ничего. Полагая, что для всех участников судебного процесса существует угроза безопасности жизни, Верховный суд принял решение передать дело военному суду и провести его в Северокавказском военном округе. Круговая порука или родственные узы тому причиной, но земляки педофилов в их вину не верят, а посторонних не терпят. По этому делу по изнасилованию мальчика. Убери, я сказал. Камеру убери, братан. Репутация обвиняемых настолько противоречит шокирующим материалам дела, что все убеждены – мужчин оговорили. Только хорошего говорит. Ни одного там плохого не говорит, ничего. Яхе Оздоевой вообще не позавидуешь. Ее близкого родственника вдруг объявили членом банды насильников. Вскоре в СИЗО он погиб. Сказали – самоубийство. Но не исключено, что сокамерники могли убить за одно подозрение в гнусном преступлении. Женщина теперь ни во что не верит. Этот мальчик, он прямо вот воплощение чистоты, воспитанности, культуры, духовности. Его ж убили. Похожие чувства испытывают здесь многие. Педофилами оказались те, кого знали и любили с детства. Отказаться от собственного опыта и поверить протоколам следствия и показаниям чужаков непросто. Униженный мальчик всю зиму боялся рассказывать о страшных дядьках и о том, что они с ним творят. Его запугивали и пичкали психотропными препаратами. А педофилы, кажется, вошли в раж. Поехали за развлечениями даже в Сочи, где мальчик с мамой гостили у родственников. Выследили там и, дождавшись, когда мать вышла в магазин, набросились на него. Вот тут до смерти перепуганный мальчик все и рассказал. И после этого мать в ужасе бросилась в полицию. Фигурантам самого грязного дела в истории российского Кавказа удалось растоптать, кажется, все святое. Родной отец, наплевав на горские традиции, не стал заступаться за сына и заставил ребенка оговорить себя, при этом получив от бандитов 1 000 000 рублей. Даже месячности даже за это у меня не было возможности. Я инвалид. По всем канонам он должен был дать клятву кровной мести, но смолодушничал и на глазах своего гордого народа совершил невероятное. Предал сына. Не просто занял сторону насильников, он начал им активно помогать. Изнасилованного сына заставил перед объективом камеры оговорить мать и тетю. Кому она тебе как говорит? Кому говорить сказала? Следствие говорить сказала? Да. Но и на этом не успокоился. Поехал на родину насильников, чтобы там, перед лицом старейшин, вертеться, как уж на сковородке, плести околесицу и выгораживать извращенцев, обвиняя во всем женщин. Говорю вам, чтобы вы знали, 3 семьи из вашего города из-за этого мальчика пострадали невинно. На них наговаривают. Эти женщины, они змеи. У них нет ни веры, ни чести, ничего. Знайте. В адвоката сволочей и бессовестного лгуна, по мнению следствия, отец превратился не бескорыстным. Сам отец ребенка говорит, что ему приезжали и предлагали, когда он говорит, у меня денег нет, они хоть 1 000 000. Зачем ты стал выступать, объяснять, что там ребенок никого не насиловал, он ошибается, мы приносим извинения. Зачем ты извиняешься тогда, если ты знаешь о том, что этот факт имел место? Главный ужас для малыша заключался в том, что боль и страх принесли те, кого он считал друзьями – соседи. Насильники жили с ним на одной улице и каждое утро провожали его масляными взглядами. Я его видел, я школу уходил. А замок ужаса, где происходило большинство оргий всего в 3 шагах. Пока хозяин мотает срок, дом сдается родственникам. Они выгораживают насильника и даже угрожают расправой матери мальчика, которая посмела постоять за сына. Я убил эту женщину вот так, и за душу выпали. И так каждый говорит, ну какая она плохая.
Для них просто дом, для мальчика место преступления. Понимая, что из-за пережитого шока страшные воспоминания могли стереться, с мальчишкой провели специальную психологическую процедуру. Словно в фантастическом фильме «Вспомнить все». Ребенок говорит правду, что он не склонен к фантазированию. Ребенку проведена была активация памяти, это такая экспертиза психологическая, в ходе которой некоторые моменты вот этих эпизодов преступной деятельности насильников был установлен. Ребенок, которого пытались превратить в безвольную куклу для извращенных удовольствий, оказался настоящим крепким кавказским орешком. Он не испугался предавших его взрослых, в том числе отца, и рассказал следователям, как на него давили, чтобы замести следы. Почему ты срываешь невинных людей, орать стал? Потом он сказал, тебя никто не носил. Скажи мне, как тебя никто не носил? Следствие уверено в виновности подозреваемых, однако из-за сильнейшего сопротивления приговора до сих пор нет. Возможно, не было бы и суда, если бы не удивительная стойкость мальчика и его мамы. Невозможно представить, сколько боли и унижений они пережили. Но московские психиатры, много работавшие с мальчиком, были поражены. Насильникам не удалось сломать мальчишку, уничтожить его волю. Он остался мужчиной. Парень, как и принято на Кавказе, растет защитником матери. Вячеслав Николаев, Маргарита Лебедева, Анна Львова, РЕН-ТВ.